это обычная иголка, да, самая тонкая, но больно, да? Больно. Вот, это представьте, ребенку мы делаем 6-7 раз в день вот такой иголкой. Этот металлический стержень в тонкие детские ручонки ей приходится вонзать каждый день. 7 малышей, каждому по 6 инъекций в день. Чуть-чуть, если неправильно сделать укол, ну, имеется в виду, в сосуду попадешь, или еще вот такие вот маленькие, такие синие гематомки образовываются. Диабетиков в ее детском садике половина, но на больных и здоровых здесь не делятся. Просто те, у кого не вырабатывается инсулин, носят вот такие помпы. Один такой аппарат, кстати, стоит около $5000. Вы должны нажать это, и вот на это, и это. Сейчас мне показывает сахар, потому что глюкомка К. Потому что у них есть хлебные единицы. Загадочные хлебные единицы они подсчитывают и без родителей. Все, что можно есть, а что нельзя, они, кажется, знают с младенчества. А хлеб поднимает сахар? Да. А крупы, каши поднимают сахар? Да, нет. А соки? Соки, да. Совсем недавно этим малышам было некуда пойти. Детей с сахарным диабетом в государственные и частные садики в Кыргызстане не принимают. Тогда для своей дочери детский сад открыла Нурхан, бросила любимую работу и собрала родителей таких же малышей, как ее дочь. Первое время, когда вот, например, даже если взять по себе, я очень стеснялась признать, что у моего ребенка диабет. Это было очень сложно. Почему? Потому что преуспевающая женщина, да, как бы молодая, все из рук, как бы этот самый бизнес идет, все нормально. А тут раз тебе и ребенок заболел. За 3 года здесь были десятки проверок, сотни чиновников с разными вопросами. Не спрашивали они только одного – чем помочь. Нурхан от них, однако, ничего не ждет. Просто молча она продолжает принимать в свой сад диабетиков бесплатно. Я не думала, что столько будет проблем бумажного характера тем, что я открою этот садик. Недавно про себя думала, зачем я это все делаю, для чего это мне все нужно. Почему? Потому что очень тяжело действительно в садике работать, содержать его. И я поняла то, что я нахожу утешение, очень большое утешение вот, для себя, вот как бы скажем так, ухаживая за этими нашими детьми с сахарным диабетом. В Кыргызстане, кстати, это пока единственное дошкольное образовательное учреждение для детей, больных сахарным диабетом. Юбек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.